Добрый вечер, вы смотрите программу «Крупным планом» на канале ГРД. В студии работаю я, Виталий Гайдаржи, и моя коллега Майя Садович. И сегодня крупным планом у нас гагаузский общественный деятель, поэт, главный редактор газеты «Ана Сюзю», поэт, ну, еще, наверное, много, как можно представить, Федора Занета. Сегодня мы будем говорить с ним. Добрый вечер, Федор Иванович. Добрый вечер. Очень сложно с вами начать беседу. Для меня сложно было определиться с первым вопросом. И коли я начал с вашего представления, вот задам вам такой вопрос. Федор Иванович, вы подписываетесь. Федор Занет, писатель, поэт, драматург. Почему такое длинное представление Федора Занета? Ну, скажу так, что вначале было слово. И слово то было поэтическое. Я начинал как поэт, хотя первая публикация как журналист у меня была в 1975 году, в 1972 году в Москве в газете «Пионерская правда», если мы говорим о журналисте. Потом была поэзия, потом была журналистика уже на телевидении, когда было принято решение открыть передачу «Буджарская волна» Буджан Далгасы на телевидении молдавском и на радио. Уже я начал заниматься более глубоко журналистикой. Потом открылась газета, уже надо было возглавлять газету, доверили как редактору. Потом в Институте искусств была набрана специальная группа театральная, две группы, на базе которых сейчас существуют наши два театра. Мне предложили там преподавать сценическую речь и гагаузскую речь. Потом возникла необходимость, что для этих студентов надо переводить на гагаузский язык пьесы, которые они ставят. Потом возникла необходимость, что писать пьесы национальные. И вот так вот. Потом роман, потом записи, встречи с людьми, появляются темы для прозы, вот поэтому так длинно. И вы забыли... Вот такая многосторонность, она позволяет достигать, допустим, определенных результатов в каждом направлении? Безусловно, скажу почему. Каждое направление по себе очень интересно. Я вам расскажу, как я писал гимн, гагаузский национальный гимн. Значит, было направление патриотическая песня, была объявлена в 1986 году, республиканский конкурс патриотической песни. Наш композитор Михаил Колса подошел и сказал: давай вот текст. Я говорю, я не могу писать патриотическую такую, ну помните, время, период. Он нашел одно мое стихотворение, сказал, давай на это стихотворение напишу музыку. Написал. На республиканском конкурсе первое место не присудили никому, а мы заняли второе место, то есть практически первое. Потом на этой базе этой песни в 90-м году был создан национальный гимн гагаузский. Господин Занет, вы уже много лет занимаетесь и журналистской деятельностью. Скажите, пожалуйста, как вы оцениваете поведение прессы в нашей стране? И есть ли свободная пресса в Молдове? Я скажу вам так, когда открылась газета «Ана Сюзю», мы были как приложение к газете «Советская Молдавия», это идеологический орган ЦК партии был. И меня курировали зам главного редактора по идеологии Подгорнов, и ответственный редактор, ответственный секретарь Советской Молдавии был Виктор Чалый. И вот когда мы начали сотрудничать, первый номер готовить, у нас долго не получалось. Потому что он сказал так, эти слова я запомнил на всю жизнь. Он сказал, если ты, как редактор, сомневаешься в одной запятой, то этот материал не должен пойти. Это было то время, хотя говорят, что тогда была цензура, не знаю что. Я сейчас скажу, что сегодня в Молдове, к сожалению, почти вся пресса ангажированная. Все из-за финансовых затруднений. Я не виню журналистов, они люди, они должны жить. Я недавно был в Татарстане, был 7-й международный форум тюркоязычных журналов и газет. Так вот, в Татарстане около 5000 изданий, и ни одно из них не было закрыто после развала Советского Союза и образования России, то есть как самостоятельное государство.
государство все эти издания датирует. И я бы не сказал, что там все они так в дифирамбы поют власти. Нет, есть объективные и критические статьи, и критические газеты. То есть, к сожалению, в Молдове вся пресса, кроме общественных каналов, почти вся ангажирована. Что подразумеваете под слово ангажированность? Ну, если мы будем смотреть передачи некоторых каналов, мы видим тенденциозные подачи материала, смещение акцентов в материале. У меня день проходит так, что вечером я практически смотрю все каналы, и на румынском, и на русском. Ваш канал смотрю. После этого интернет и копаюсь, и вижу, как преподаются материалы, сразу видно, какой канал, куда, в каком плане передает эту информацию. Ну, а вы постоянно какой канал смотрите? Предпочитаете какой канал? Если говорить о республиканских, я смотрю журнал ТВ, смотрю Публика ТВ, иногда смотрю 4-й канал, я сейчас русский канал, я не помню название, и Про ТВ. Про ТВ я сравниваю вот подачу материала, это основные каналы, которые... Ну, конечно, ГРТ вне конкурса. Федор Иванович, вы стояли у истоков образования автономии, и сегодня достаточно, в последнее время достаточно критически высказываетесь в отношении политики, которая внедряется в Гагаузии. В чем, на ваш взгляд, сегодня власть делает не так? Потому что слов похвалы как бы я не слышал из ваших уст последние годы. Понимаете, похвала, дифирамбы надо петь тогда, когда виден результат. То, что я критикую или высказываю свое мнение по вопросам автономии, надо смотреть так. Для чего была создана автономия? Для того, чтобы мы создали новую бюрократическую структуру, которая сегодня сидит в Башконате и в Народном собрании, получает зарплаты, машины, льготы и так далее, которая себя уже отгородила от народа, поставила там пропускную систему, чтобы никто не заходил. Понимаете? Или для того, чтобы мы сохранили язык, культуру, открыли национальные школы, открыли детские садики. Я вам скажу, что раз в месяц я объезжаю практически все села и школы, и все жалуются на то, что в садиках и в школах запрещают говорить на гагаузском языке, мотивируя это тем, что это русская школа или это русский садик. Я не раз обращался к руководству Гагаузии, что давайте откроем альтернативные. Конституция Республики Молдова говорит, что государство обеспечивает право. Так пусть обеспечит, откроет школы. Пусть будет на английском, пусть будет на русском, пусть будет и на гагаузском. Кстати, сейчас готовится закон об образовании Гагаузии, где категорически не хотят поставить пункт о том, что в Гагаузии наравне с другими школами будут открыты преподавание на гагаузском языке, гагаузские школы, гагаузские... Федор Иванович, такой критический взгляд на происходящие события, он связан с вашей профессией журналиста, потому что мы знаем известное изречение, что журналистика должна критиковать власть для того, чтобы она работала лучше. Или это ваша принципиальная человеческая позиция по отношению к тем событиям, которые происходят? Ну, давайте так. Вы меня знаете только в этот период. А если вы поднимете мои статьи советского периода, я и тогда критиковал власть. Еще не будучи журналистом профессиональным, я и в Советской Молдавии была огромная статья «Авторитет комсомола», где я критиковал и ЦК партии, и ЦК комсомола, и после чего, кстати, был снят завод ЦК комсомола. То есть я всегда это делал, но это не цель критика ради критики. Понимаете? То, что я критикую во многом нынешнюю власть, это из-за того, что во всем непрофессиональный подход. Что бы ни начиналось в автономии, она сводится к деньгам, что у нас нет денег, и мы не можем сделать. 20 лет экспериментов каких-то никому не нужно. Понимаете? Поэтому, когда открывается, открылся сейчас научный центр, я считаю, что очень хорошая идея. Вокруг научного центра должно сплотиться вот эти все патриотические силы, научные, журналистские, писательские, и реализовать то, для чего была создана автономия.
не секрет ни для кого, что власть приходит на 4 года, только выигрывает власть, тут же известное выражение одного из башканов, только прошла инаугурация, мы уже должны думать, как мы будем выигрывать следующие выборы. Подождите, вы еще ничего не сделали для автономии. Федор Иванович, на ваш взгляд, сегодня есть национальная идея в Гагаузии? В Гагаузии национальной идеи нет. А какой она должна была бы быть, на ваш взгляд? Давайте мы организуем одну встречу с руководством автономии. Вот у вас была прекрасная передача «Лицом к лицу», или как она называлась? Фикирляр Каршы. Каршы. Но она есть и сейчас. Ну давайте вот садимся и обсудим национальные идеи. У меня есть мысли по этому поводу. Но чтобы создать национальную идею, первое, что нужно сделать, прекратить хвастаться руководству автономии тем, что люди уезжают. Вот мы обеспечили, что в Москву 100 человек уехало, вот мы обеспечивали 300, мы открыли здесь консульство для того, чтобы люди уезжали. Почему? Почему вы должны способствовать? Вот мы отправили студентов в российские университеты, а наш университет Камрадский. Почему не укреплять все это здесь? Почему не открывать рабочие места, не ставить целью, чтобы наши люди оставались здесь? Вы проедьте, пожалуйста, по тем... Федор Иванович, а вот о тех проблемах, которые вы говорите, отъезд населения и, по вашему мнению, то, что власти стимулируют этот отъезд, это и ситуация с Камрадским госуниверситетом. На ваш взгляд, это происходит целенаправленно или это вот какие-то случайные стечения обстоятельств? Я вам скажу так, что одно событие это случайность, два события это тоже случайность, три это тенденции специальные. Если вы помните, как это начиналось, вдруг неожиданно у нас открыли консульство Болгарии. Ну, консульства Болгарии нет, ну, скорее не всего, консультации по того, чтобы люди от чего открывать. Потом раз открыли консультации по переезду в Россию. Почему эти программы сюда? Мы что, должны уехать, осваивать эти земли? Мы должны поднимать свою землю, поддерживать свою. Я думаю, что это специальная тенденция власти для того, чтобы, скажем так, менеджер, чтобы опустошить землю? Не опустошить, а вымыть, да. Вот вымыть людей. А для чего это делается, я не могу сейчас сказать. Господин Занят, в последнее время мы являемся свидетелями ряда интересных событий вокруг общественной кампании Гагаузия радио-телевизионного. Что вы думаете об этих действиях? Я скажу, что ничего не нового в этом мире. С момента создания кампании вашей, постоянно, когда наступал период выборов, всегда начинались вот то, что сейчас происходит. Другое дело, что то, что сейчас происходит, это не направлено на то, чтобы сохранить кампанию. Я считаю, что опять к тому же вопросу, чтобы развалить. Вы набрали мощный, вы являетесь мощным каналом. Я считаю, что здесь работает профессионал, не потому что вы сейчас сидим в студии вашего канала, просто вы не дадите мне соврать. Вся эта компания выросла у меня на глазах. Я помню ваши первые передачи и помню, сейчас мы смотрим, на какой уровень. Это первая цель под видом того, чтобы сместить якобы, не персонально, даже не знаю, как выразиться, председателя компании. Вот эта грязь все выплеснулась сейчас, и все это негативное. Я считаю, что это не красит никого. Тем более не красит руководителя автономии, потому что это бросает большую тень на саму автономию. Вы же общественный канал. Вы же выражаете мнение не только одного человека, вы выражаете, если смотреть по вашим передачам, вашим программам, в этой студии бывают разные люди. С многими из них, может быть, я и не согласен, но они высказывают, люди, свое мнение, это нормально. Ну, и так у нас передачи ведутся на разных языках, на гагаузском, русском, молдавском, в том числе и на болгарском языке. Вот какую оценку вы можете дать тем передачам, которые выходят на нашем канале, вы как журналист? Понимаете? Я сейчас знаю, что вы будете критиковать гагаузский язык. Почему? Пожалуйста. Нет, не гагаузский. Да почему? Может, не гагаузский язык я буду критиковать. Скажу так. Очень жаль, что у вас не хватает возможностей и средств не брать с интернета и переводить мо-то-мо, один к одному, иногда заменять слова, которые есть гагаузским языком, их описанием.
Да, я понимаю, у вас жесткий график, каждый день эфир, все нужно. Вот это, наверное, это из-за того, что нет ограниченных финансов. Потому что, ездя по миру, я вижу и другие каналы. Допустим, если вы даете, как готовятся наши блюда или какие-то блюда, скажем, других народов, к сожалению, когда переводится это на гагузский язык, она не соответствует оригиналу. Но в принципе, вы очень подтянулись, и не стыдно. Мне не стыдно приходить к вам в студию и беседовать с вами, потому что профессионалы. Еще раз говорю, профессионалы. Федор Иванович, вы вот высказались вот сейчас, отвечая на вопрос Майн, о том, что власти Гагаузии определенную тень наводят на само существование автономии. Если я вас правильно понял, вы считаете, что сегодня есть угроза существования гагаузской автономии? Угроза существования автономии существует с момента его создания. Если вы посмотрите за эти 20 лет, а в декабре будет 20 лет, то всегда находились политики и кишиневские, которые считали, что нам слишком много прав автономии, и находились политики, которые жертвовали автономией ради центра, ради собственных должностей, которые они получили потом, будучи послами и так далее, и так далее. Достаточно вспомнить того, что один из башканов взял и передал налоги в центр, хотя до него налоги платили здесь, а основой всего является экономика. Вы какого башкана имеете конкретно в виду? Ну, если говорим уже конкретно господина Краитора. Ну, вы считаете, что господин Краитор пострадал из-за того, что передал налоги в Кишинев? А почему вы считаете, что господин Краитор пострадал? Он не пострадал. Это пытаетесь вы показать, чтобы человек после этого очень хорошо устроился. Был послом Молдовы в Бенилюксе, Швейцарии, по-моему, и по совместительству еще где-то. Потом в ООН. Я не считаю, что он пострадал. Хотя был момент, когда господин Краитор, будучи, когда был господин Воронин президентом, и в зале господин Краитор вышел и начал поливать господина Воронина, что вот он все сделал, хотя он должен был благодарить за то, что человеку обеспечивали такое будущее. Федор Иванович, вы сказали, что многие политики жертвовали автономией ради вот достижения определенных личных целей. Можете ли вы сегодня привести пример конкретных людей, персон, которые жертвовали своими интересами ради Гагаузии? Вы имеете в виду политиков? Ну да, может быть, и общественных деятелей. Я думаю, что если бы я вам задал вопрос о том, что, кто жертвовал Гагаузией ради собственных интересов, ваш список был бы длинный. Поэтому решил задать вопрос с другой стороны. Понимаете, я на этот вопрос отвечу так. В конкретной ситуации, любой конкретной ситуации, которая возникала в Гагаузии за период существования, были очень порядочные, скажем, депутаты, очень порядочные начальники управлений, принципиальные, которые все-таки отстаивали свои... Вы хотите уйти от вопроса, чтобы назвать конкретные Я не имена? буду называть имен специально, потому что, насколько я знаю, 2 человека из тех, которые в этом списке, они собираются баллотироваться на Башкара. Сейчас я не буду делать человеку рекламу. Ну, пока мы не находимся в избирательной кампании башканских выборах, поэтому вы могли бы назвать фамилии. Но я вернусь все-таки к вопросу, к тому, что вы критикуете власти. И вот не могу вам не задать этот вопрос, может быть, он вам будет слегка неприятен, но мы сегодня говорим искренне и откровенно. Мероприятие, которое было посвящено образованию Гагаузской республики в августе, вы выступали в Камрадском доме культуры. Ну, мягко скажем, ваше выступление не понравилось большей части зала и было воспринято неоднозначно. Вот каковы были ваши ощущения, когда там некоторые люди начали освистывать ваше выступление? Вы пытались повысить голос, но каковы были ощущения, находясь на сцене? Ну, скажу так, я чувствовал себя так же, как в 90-м году. Вы не знаете, как меня в 90-х годах хаяли, если вы поднимете
чуть что обо мне не писали, только потому что я имел собственное мнение по Гагаузской республике, по автономии и так далее. Для меня это не было сюрпризом, потому что в зале находились в основном люди, которые поддерживают нынешнего Башкана и же с ним. Поэтому то, что они свистели, кричали, это давало мне силу. И второе, что вы заметили, что они не смогли перекрыть микрофон и убрать меня с сцены. Другое дело, что после того, как я выступил и вышел на сцену господин Добров и начал извиняться за меня, хотя я потом смотрел, ничего я такого не сказал, за что было бы стыдно, я бы сейчас это тоже повторил бы. Это говорит о том, что некоторые так называемые деятели, которые 20 лет назад, 25 лет назад были, скажем, у истоков и Гагаузской республики, и автономии, минимум, что они куплены уже властью и всегда после выражают мнение. А мне не стыдно за свое выступление. Другое дело, что после этого я ездил по селам и по школам, и одна учительница в Баучах вышла и сказала, она сказала на гагаузском, но я скажу, что на русском, сказала: Федор Иванович, мне за вас страшно, вы не боитесь? Может быть, вы встанете мягче, чтобы где-то что-то не случилось. Сказал, все под Богом ходим. Федор Иванович, вас часто обвиняют, что вы необоснованно критикуете власти автономии и живете в Кишиневе, и как бы вам легко приезжать сюда и критиковать. Как бы, почему вы не живете здесь на месте и не переживаете с людьми, живущими в Гагаузии, те проблемы, которые есть? Я скажу так, что те люди, которые говорят это, они вообще ничего не знают. Это ложь. Я больше нахожусь в автономии, чем они здесь. Они сидят по машинам. Я же не говорю, что они делают в Кишиневе, сколько они спят в Кишиневе, и сколько в день они в год тратят бензин и так далее, чтобы поехать по миру. Я больше нахожусь здесь, в Гагаузии. И мы с вами сейчас выходим, едем в любое село, и вам скажут последний раз, когда я встречался с детьми, когда я встречался с коллективами и так далее. Я ночую в Кангазе, у меня есть дом там. И я считаю, что то, что они кричат, это люди даже не понимают, что я больше нахожусь в Гагаузии, чем они по должности. Понимаете? Поэтому я к этому спокойно. У нас... Федор Иванович, почему вы не занимаетесь политикой, имеет особый взгляд на развитие Гагаузии? Давайте мы об этом поговорим в другой раз. Федор Иванович, у меня вопрос... Вам вопрос неудобен? Извините, Майя Григорьевна. Нет, вопрос удобен. Скажу так, что если вы поднимете телевизионные записи 95-го года и газетные записи, когда был принят закон об автономии, в первом там был проект такой, что гражданин, который не живет на территории Гагаузии, любой гражданин Молдовы может баллотироваться. Я начал готовиться, чтобы баллотироваться. Потом имелись некоторые встречи, беседы. И я выступил по телевидению, написал, что я не буду баллотироваться. И вот объявляю официально, что после моего вот этого обращения закон будет изменен. И в этом законе напишут, что только проживающие. И так и случилось. И я скажу, что этот пункт противоречит Конституции Республики Молдова. Потому что мы, все граждане Молдовы, и любой гражданин Молдовы, Гагаузия не является отдельным государством, любой национальности, владеющий прекрасно гагаузским языком, должен и иметь право баллотироваться и в башканы, и в депутаты. Не секрет, что все башканы Гагаузии, кроме последнего, и кандидаты, они все живут в Кишиневе прекрасно, прописались здесь, где-то в каком-то селе, выдают себя за то, что они якобы в Гагаузии. Нет, мы живем все в Молдове. А кто вам мешал воспользоваться таким же механизмом? А зачем? И тогда бы я не мог критиковать, потому что надо быть честным. Надо быть честным во всем. Если я приду сегодня сюда прописываться, значит, я должен прийти и жить здесь, а не обманывать избирателя.
Господин Занет, у меня два вопроса к вам. Первый вопрос. Вы говорили о том, что в Гагаузии не открываются школы на родном языке, на гагаузском языке. Скажите, пожалуйста, насколько реально сегодня открыть школы с преподаванием на гагаузском языке? Есть ли достаточно специалистов в этой области, чтобы преподавали все предметы на гагаузском языке? И наверняка сколько затрат для этого нужно? Значит, вот вам о лжи власти. Ваш вопрос. Спасибо за вопрос. Очень хороший вопрос. Я давно собирался ответить. Значит, в свое время, когда пришла нынешняя власть, во власть, извините за тавтологию, значит, они мне прислали письмо, что мы готовы открыть одну школу на гагаузском языке и предлагаем вам быть директором этой школы. Я ответил официально, сказал, что я готов приехать, быть директором школы, но для этого мне нужно, чтобы вы прописали, это письмо есть, вы прописали в законе о бюджете, что открывается такая-то школа, выделены специальные деньги для издания книг, выделены компьютеры, вы предоставляете мне дидактические кадры и так далее, и так далее. Так вот, и господин Башкан, и его заместитель господин Стоянов, и Вера Балова, которая возглавляет управление, они на это письмо не ответили. А везде говорят, что вот, Занет хочет открывать школы, а сам не захотел быть директором. Так вот, я прямо в кадре заявляю, ложь. И когда они выходят и говорят это, они лгут. Теперь об открытии школ. Школы должны быть открыты. Конституция пишет, что государство предоставляет право. Значит, я же не говорю, что возьмите, откройте и все. Государство обеспечивает альтернативные школы. Вот школы есть, русские, гагаузские. А потом по Конституции написано, что родители выбирают язык обучения. Вот когда будут открыты такие школы, садики, и ни один гагауз или другой любой национальный человек не пошлет своего ребенка в гагаузский садик и гагаузскую школу, вот тогда мы можем сказать, что да, гагаузы не хотят своего языка, и тогда ставим на этом крест, я приношу всем большое извинение. Но мы можем с вами поехать и сделать опрос людей, и вы увидите, что люди хотят. Потому что гагаузские дети, они проигрывают дома, я говорю о сельских детях сейчас, дома общаясь на гагаузском, когда они приходят в садик, они отстают, потому что он привык, что это паук, а для него говорят, что это курица. Ребенок, понимаете? Пока вот период, когда он овладеет русским, он проигрывает развитие. Тоже в школе. Почему гагаузы в советское время в основном все по точным наукам были? Математики, физики и так далее. Потому что русский язык тяжело давал. Все приходили в школу с гагаузско говорящими. Им нужно было период, чтобы адаптироваться. Мне повезло, я жил в Кангазе, у нас жили врачи, аптека, их дети на русском. Мы с детства общались на русском, я пришел уже подготовленный, а остальные нет. Понимаете? Поэтому должна быть, все руководство должно честно выйти и сказать, готовим закон об образовании Гагаузии, здесь пишем пункты открыть садики, школы и так далее, закладываем в бюджет и начинаем. Через сколько? Ребенок приходит в 3 года, да, в садик, я не знаю сейчас. Все, вот начинаем с этого момента готовить кадры, чтобы вот это поколение, которое пошло X, через 3 года пошло в школу. За 3 года прекрасно можно успеть подготовить все. Я вам скажу больше. У меня в собственном архиве есть книги 1960-62 года. Там есть и биология, там есть и математика, там все готовилось. Но когда почувствовали те, которые, скажем так, преподавали в школах, я очень благодарю своих учителей, но люди, которые преподавали или находились у власти русскоязычной, когда почувствовали, что это может нанести им урон, быстро организовали письма в ЦК партии, что гагаузы не хотят. Точно такое же было в 1984 году. Эти письма у меня есть было. И точно такое письма были организованы
года 4 назад, что снимите вообще гагаузский язык, он нам не нужен, он только забирает. Стиль один, режим работает, не меняя, проверенными средствами и проверенным механизмом. Вот вам ответ. И второй вопрос, который я хочу вам задать. В законодательном органе автономии, в том числе и в исполнительном комитете, большинство составляет гагаузы. А почему заседания, как вы думаете, почему заседания все на русском языке? Почему заседания Народного собрания или исполкома Гагаузии не проходят на родном языке? Ну, были попытки, где было, не знаю, несколько заседаний на гагаузском и на русском. Почему постоянно? А я вам объясню. Очень просто. У меня есть уже, наверное, видеозаписи где-то на полчаса, когда я пытаюсь зайти в здание исполкома. Недавно опять повторилось. И там стоит охранник, который прекрасно знает на гагаузском. Я к нему обращаюсь на гагаузском. Он говорит, здесь русский язык. Приходит секретарь Башканов вниз, и я к ней обращаюсь. Говорите, здесь на русских, у нас 3 языка. Я обращаюсь на румынском, ну хотите на молдавском. Она опять на русском. Есть прекрасная русская пословица, и гагаузский у всех: рыба гниет с головы. Или портится с головы. А чистит его от хвоста. Поэтому некогда руководству автономии заниматься гагаузским языком и проводить. Им нужно быстренько решить дела и поехать по своим делам за границу, на отдых, Россию, Турция, Голландия, Австралия, не знаю, вот, понимаете? Поэтому и во-вторых, то, что они хотели показать нам, что проводится на гагаузском языке, это не гагаузский язык, это турецкий, смесь. Понимаете, вот недавно вы господина заместителя председателя исполкома показывали. Человек говорит на гагаузском языке, используя уже турецкие слова, хотя эти слова есть на гагаузском. Поэтому, ну, минимум они не владеют языком, максимум не хотят. Федор Иванович, вы по натуре провокатор? Нет. Вот вы говорили о том, что у вас есть видеозаписи, что там... Нет, я пошел, я официально сказал человеку, я вернулся. У меня всегда, я уважаю закон о прессе, считаю хороший закон, и я всегда предупреждаю человека, что частная беседа переходит в официальный. Я говорил с человеком, он не понял, я сказал, я иду, беру камеру, я пришел камеру, показал удостоверение, включил камеру. Человек прекрасно знал, что пишется все это. Я никогда подпольно не записываю, не провокацию. Но, по сути, вот вы затронули достаточно, на мой взгляд, такую острую тему. 3 официальных языка в Гагаузии. Вы обратились на одном из 2 на гагаузском и на 3 государством. Я и на русском обратился, и на... Но, насколько я понял, ответ на русском вас не удовлетворил. Нет, я хотел, чтобы в Гагаузии, как они себя называют, в правительство и вместо народного собрания, мы же парламент. Я хочу, чтобы в гагаузской автономии, в парламенте Гагаузии и в правительстве Гагаузии говорили на гагаузском языке люди, которые знают язык. Если бы тот человек не знал гагаузского, потому что он начал со мной говорить на гагаузском, то я бы обратился на любом другом языке, который он владеет. Вот у меня есть такой вопрос. Вы, естественно, знаете, что происходило, и совсем недавно, когда была такая перепалка между Камратом и Кишиневым по поводу языка переписки, и когда исполком направлял обратно в Кишинев письма, которые приходили оттуда на государственном языке, или направляли письма с аннотацией на гагаузском, то есть без перевода. Но такие же ситуации возникают и в Кишиневе, ведь иногда, обращаясь на русском, ты получаешь ответ на государственном. Для людей, которые владеют 2 языками, это не проблема, но, к сожалению, не все в стране сегодня владеют государственным языком. То есть я к чему хочу подвести, что это проблема не только гагаузская, но в том числе и всей Молдовы. Почему вы тогда не критикуете центральные власти? Извините меня, вы сдвинули акценты. Мы законопослушные граждане. Так? В Молдове 1 государственный язык. Но никто не отменял статуса русского языка как подождите. официального и межнационального. Подождите. Если мы идем в государственные учреждения, я сталкивался много. Идешь в государственное учреждение, видишь по возрасту, что человек с тобой должен знать русский язык минимум. Может, он и английский, и французский знает, не знаю. Ты обращаешься на русском, отвечает на румынском.
когда начинаешь говорить, у нас есть закон, он должен обратиться. Но никто не говорит, что ты не можешь говорить на русском. Здесь говорят, что говори на русском. Разница в этом. Понимаете? Второе, пусть примут закон в автономии, что государственным языком является русский, а остальные языком общения. И тогда претензий не будет. А кричать, что мы интернационалисты и 3 языка, так говорите на моем языке. Я только этого хочу. Федор Иванович, кстати, вот вы называете румынский. Это ваша принципиальная позиция? Я понимаю, что тема не очень удобна для дискуссий. И всегда считал и считаю, что это должно быть проблемой молдавского народа, потому что они должны определиться, как называть свой язык, на котором они говорят. Но все же достаточно странная позиция у нас в автономии. Ну, я вам скажу так, когда я переводил Лучаферу, Эминеску, я начал переводить с молдавского издания. И понял, что в одном из Катренов я понял, что что-то не так. Что-то не так. И тогда я обратился к румынскому варианту. Я понял, потому что в этом Катрене было заменено одно слово заменено, и после этого они сказали, что это молдавский язык. Я считаю, что язык идентичен, и мы с вами, как носители, скажем, гагаузского языка, если хотите гагаuz тюркчесин, то мы не должны выбирать за народ, который имеет свой язык. Но вы ссылались на Конституцию, а в Конституции написано, что государственный язык молдавский. Ну, хотите то есть почему вы, получается, что в некоторых случаях избирательно относитесь к Конституции, то есть где вам удобно говорить о том, что не соблюдается Конституция, вы говорите, а в этой связи вы явно противоречите Конституции? Нет, я не сказал, что не соблюдается Конституция, извините, я сказал, нарушаются что... некоторые положения. Да, нарушается положение. Но вы здесь нарушаете положение тоже Конституции о том, что государственный язык молдавский. Ну, понимаете, после этого Конституционный суд, если мы будем говорить дальше... Решение Конституционного суда вне комментариев, потому что это не изменило статью Конституции. Извините, пожалуйста, Конституционный суд является высшим органом, который... Хотя я тоже, может быть, не согласен с самой формулировкой, что по декларации был румынский и румынский. Это уже пусть юристы разбираются. Хотя, как мне объяснил один из юристов молдавских, что, конечно, это неправильно, что они взяли за основу так, но решение Конституционного суда никто не отменял. Так что но никто не изменял Конституцию. Господин Занет, у меня вот такой вопрос. Не думаете ли вы, что очень часто власти нашей страны, в том числе и молдавские, и гагаузские власти, больше всего уделяют внимание, какой язык молдавский, не молдавский, вместо того, чтобы заниматься другими проблемами экономического характера, открытие рабочих мест? Я вам скажу другое, что вам так кажется, что они занимаются только языком, а на самом деле они занимаются решением экономических проблем. Другое дело, чьих экономических проблем, собственных или государственных, это я сейчас комментировать не буду. Но вы заметите одну вещь очень интересную, если мы говорим о политике. Как только в Молдове зреет какой-то конфликт у высшей власти, то тут же на повестку дня выносятся проблемы гагаузские. То в Гагаузии сожгли машину, то не знаю что, чтобы отвлечь общественное мнение. Поэтому я с вашей формулировкой вопроса не согласен. Я считаю, что они занимаются экономическими вопросами под прикрытием. Федор Иванович, а кто виноват в том, что гагаузская тематика всегда преподносится в какие-то периоды достаточно негативном свете? Чья вина в этом? Это спекуляция кишиневских политических сил? Или в этом есть вина гагаузской власти, потому что все-таки автономии не 1 год, 20 лет, а сегодня как бы в молдавском обществе по-прежнему живы определенные стереотипы, касающиеся гагаузов? Я с вами согласен, что стереотипы живут. Я считаю, что в равной мере виноваты и власть автономии, и власть Кишинева. То есть на повестку дня выносится вопрос в тот момент, когда какому-то политическому лидеру это нужно. Пример того, когда господин Формузал выступил в Кишиневе и сказал, что его семье угрожает, и он срочно должен вывести. Хотя его семье было, даже не семье, ему лично это было за 1,5 года до этого один из, скажем, персон угрожал. А в нужный момент, когда нужно было оправдать вот это, и
Другие вопросы, допустим, тоже вопросы из Украины, из России, всегда, вы извините меня, экономические вопросы, экономические санкции против Молдовы, и вдруг Гагаузия решает, что она сама будет поставлять вино, сама будет, извините, кто владелец винзаводов, кто поставляет и так далее. Кому мы будем, кого это, ну, не хотелось использовать выражение. Господин Занят, у меня еще такой вопрос. Весь мир сейчас переходит на цифровое телевидение, и разные страны добиваются определенных успехов. Насколько серьезно отношение молдавских властей, наших местным, к этим технологическим переменам? Я вам скажу так, что я работал на телевидении много лет. Я, конечно, уважаю цифровое телевидение, но я считаю, что аналоговое должно остаться, когда снимаются вещи эпохальные или исторические и так далее. Когда вы пишете бабушке, которой 100 лет, и она должна быть написана пленки, все как положено. Цифра — это цифра. Компьютер отказал, 0,1, и все рассыпалось. Да, нужно идти на всю технологию. Я считаю, что вот вы тоже собираетесь перейти на цифровое. Это очень хорошо, очень хорошо. Но старые добрые вещи не надо забывать. Федор Иванович, спустя 20 лет у вас есть чувство разочарования или неудовлетворенности статусом гагаузской автономии, положением вещей в Гагаузии? У меня только одно чувство, что власть в автономии, кто бы последний год не приходил, она оторвана от народа, и она исполняет свои, служит своим интересам, а не народу. Вот такое чувство у меня есть. Как исправить эту ситуацию? Наверное, должен родиться тот человек, или может он где-то есть уже, который придет и не будет решать свои вопросы, а будет решать вопрос своего народа. И не только Гагауза. Я когда говорю народ, я имею в виду всех, кто живет на территории Болгарии, Гагаузии, русские, и всех своего народа, именно решать, болеть за это, а не популизмом заниматься. Тогда все исправим. Федор Иванович, вот мы завершаем нашу программу, и по традиции в течение 30 секунд вы сами расскажите, кто такой Федор Занят. Ну, во-первых, я Тодор Занят. Меня с детства назвали Тоди, Тодика, Тодор. Тодор звали всех моих дедов через поколение. Я скажу так, что пока есть... В 90-м году я опубликовал статью в газете приложение «Союз», было приложение к известиям, она называлась так: «Я Тодор Занят, Гагауз». И пока есть мой народ, есть я. Мы вас благодарим за участие в программе, за вашу искренность, надеюсь, и откровенность. Вам спасибо. Жесткий прессинг, надеюсь, что выдержал. Было интересно. Да, спасибо. Напоминаю нашим телезрителям, что сегодня у нас крупным планом был Федор Занят. Я с вами прощаюсь, желаю приятного телевизионного вечера на канале ГРТ. Берегите себя и своих близких.